Salam yani hurmatly adamlar. Garışda baky bir taraf yurdumuzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov Birleşen Milletler Guramasynyň New York şäherindäki ştab-kwartirasyna açylan Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 75-nji ýubiley mejlisine video ýazgy bilen çykyş etdi. Dünýäniň iri halkara guramasynyň baş assambleýasynyň nowatdaky mejlisine milliy zirmydyň video ýazgy arkaly eden çykyşynda totuş adamzat ähmiýetli başlyşlary giň orun berildi. Döwlet başlygymyz Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlygynyň netijelik häýetine eýe bolmagy urunna ähli zerur tagyllary diýe milliy liderimiziň ýol başlygyny ýurdumyzyň öňe sürýän başlanýyşlary halkara derejesinde ikrar edilýär. Bu bolsa arkada prezidentimiziň we Türkmenistanyň dünýä ýüzündäki awrynyň belinde galmagyny şertlenirýär. Häzir gepleşigimizde milliy liderimiziň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna video ýazgy arkaly eden çykyşyny size ýetirýäs. Сейчас предоставляю слово уважаемому представителю Туркменистана. Он представит выступление главы государства. Уважаемый господин председатель, уважаемый генеральный секретарь, ваше превосходительство, дамы и господа, имею честь представить видеовыступление его превосходительства Бердымухамедова Гурбангулы Мяликулевича, президента Туркменистана. Уважаемый господин председатель, уважаемый господин генеральный секретарь, прежде всего разрешите поздравить господина Волкана Боскыра с избранием на пост председателя 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и пожелать ему успехов на этом ответственном посту. Прошу господина Тиджани Мухаммаду Банде принять нашу искреннюю благодарность за его умелую и эффективную работу в качестве председателя, завершившей 74-й сессии Генеральной Ассамблеи. Уважаемые участники, дамы и господа, свое выступление я хочу начать со слов глубокой скорби по сотням тысяч жителей планеты, не пережившим удар коронавирусной пандемии. Я также выражаю восхищение и признательность врачам, санитарам, медицинским сестрам и братьям, техническому персоналу, волонтерам, всем тем, кто на протяжении многих месяцев самоотверженно трудится во имя спасения жизни и здоровья людей в самых разных уголках мира. Наши взоры с надеждой и верой устремлены к ученым, исследователям, работающим над созданием вакцин и препаратов, призванных остановить пандемию. Обращаюсь к ним с благодарностью и готовностью оказать посильную поддержку в их важнейшей миссии. Да, сегодня мы вынуждены в первую очередь говорить о той новой опасности, с которой столкнулось человечество в 21 веке. За короткий срок COVID-19 стал реальным и, возможно, самым угрожающим вызовом современности, вызовом глобального масштаба, не признающим границ, рас и национальностей, оказывающим пагубное воздействие на все сферы цивилизационного развития. Наверное, впервые за много десятилетий весь мир с такой остротой ощутил свою уязвимость перед общей угрозой. И надеемся и верим, что только единством и солидарностью можно ее преодолеть, победить и выйти из этой борьбы обновленным, более мудрым, ответственным, дальновидным. И пусть нынешний период труден и противоречив, но именно он дает нам шанс на изменение к лучшему для судеб всей планеты. Не упустить этот шанс, проявить достоинство, сплоченность и подлинный гуманизм. Наш высочайший политический и нравственный долг. Уважаемый господин председатель, с самого начала распространения пандемии в мире Туркменистан
деятельно приступил к принятию необходимых мер по противодействию этой угрозе. Были своевременно проведены эффективные защитные мероприятия, сформирована единая национальная стратегия по борьбе с коронавирусной инфекцией, содержанием которой стал комплекс мер организационного, правового, финансового, экономического, медицинского и санитарно-карантинного характера. Одновременно наша страна наладила тесное международное сотрудничество как в двухстороннем формате, так и по линии международных организаций. Прежде всего, следует отметить тесное взаимодействие Туркменистана с Организацией Объединенных Наций. Вот в этом контексте мы полностью поддерживаем призывы и обращения генерального секретаря ООН, прозвучавшего в его выступлениях 23 и 30 марта текущего года. Принимая во внимание инициативы генерального секретаря, в Туркменистане на государственном уровне утвержден национальный план обеспечения готовности к противодействию и реагированию страны на острые инфекционные заболевания. Также был разработан и принят план оперативных социально-экономических мероприятий в Туркменистане по противодействию пандемии коронавируса. И вместе с тем Туркменистан продолжает свое многолетнее и эффективное партнерство со Всемирной организацией здравоохранения. Высоко ценим роль ВОЗ в борьбе с коронавирусом. Ее рекомендации в нашей стране показали свою обоснованность и выступают важными ориентирами для деятельности медицинских и других учреждений. Мы впредь будем расширять и конкретизировать сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения, выводить его на системный, долгосрочный уровень. Для скорейшей победы над пандемией как никогда востребована и тесная профессиональная координация и объединение усилий научно-медицинских сообществ всего мира. И убеждены, что сегодня необходимо комплексное, системное и целенаправленное многостороннее сотрудничество по проблеме опасных вирусных заболеваний. Полноценный запуск канал научной дипломатии. И в этой связи Туркменистан предлагает рассмотреть вопрос разработки и учреждения соответствующих международных инструментов. В частности, под эгидой ВОЗ считаем целесообразным учредить специальную программу Всемирной организации здравоохранения по изучению генома коронавируса, разработать многосторонний механизм по борьбе с пневмонией, создать методический центр по лечению и профилактике острых инфекций, готовы к предметному общению по реализации данных инициатив со всеми заинтересованными странами и международными структурами. Уважаемые участники, пандемия коронавируса оказывает значительное негативное воздействие на ход и направленность глобальной экономики, серьезно подрывает усилия мирового сообщества по выполнению целей устойчивого развития. Рассчитываем в этом контексте на активизацию сотрудничества, направленного на восстановление экономических и торговых связей. Сегодня необходимо создавать платформы для вывода глобальной экономики на траекторию устойчивого роста. На наш взгляд, здесь ключевым направлением должны стать как энергетика, транспорт, промышленность, торговля. И в данном контексте в ходе 75-й сессии Туркменистан намерен активизировать работу по созданию международного правового инструментария ООН в области стабильности и надежности транзита энергии. Не менее актуальным выступают вопросы сотрудничества в транспортной сфере, как один из инициаторов широкого международного общения по транспортной проблематике.
Туркменистан предлагает рассмотреть вопрос обеспечения стабильных международных перевозок в период чрезвычайных ситуаций. Соответствующий проект резолюции Генеральной Ассамблеи нами подготовлен и направлен на рассмотрение государств, членов ООН. Полагаем, что планируемая в следующем году в Туркменистане международная конференция министров развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, станет действенной платформой для выработки согласованных подходов к этой проблеме. Инициативную роль в работе по восстановлению мировой экономики, стимулированию торговли и инвестиций должна взять на себя Всемирная торговая организация. Получив недавно статус наблюдателя в ВТО, Туркменистан будет активно использовать открывшиеся в связи с этим возможности для продвижения практических мер по скорейшему преодолению кризисных явлений в мировой экономике, ее переходу к положительной динамике. Уважаемые главы и члены делегации, коронавирусная пандемия в той или иной степени затронула большинство стран мира, но особая опасность она несет неблагополучным с экологической точки зрения регионов. Вот, к сожалению, таких регионов на карте планете немало, и сказать обо всех в одном выступлении невозможно. Поэтому я бы хотел затронуть проблему, имеющую самое актуальное значение для народов и государств Центральной Азии. Речь идет о зоне Аральского бедствия. На фоне пандемии ситуация там обостряется, неся реальную угрозу жизни и здоровью людей, значительно повысились риски взрывного распространения эпидемии. В этих условиях мы призываем мировое сообщество обратить самое пристальное внимание на проблемы Арала и Приорале. Конечно, определенная работа там ведется, и немалая, как по линии ООН, так и с участием международных организаций, оказывающих содействие деятельности Международного фонда спасения Арала. Признательны им за это и высоко ценим труд сотрудников, но буду говорить прямо. Сегодня это недостаточно. В деле спасения Арала необходима большая предметность, конкретно практическая помощь и поддержка живущим там людям. Убеждены поэтому, что тема Арала нуждается в системном комплексном подходе, соответствующем документально-правовом оформлении и должна быть выведена в качестве отдельного направления работы Организации Объединенных Наций. И вот в этой связи Туркменистан выдвинул инициативу создания специальной программы ООН для бассейна Аральского моря. Отмечаем также важность принятой по инициативе нашей страны в апреле 2018 года и в мае 2019 года резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о сотрудничестве между Организацией Объединенных Наций и Международным фондом спасения Арала. Сегодня они выступают в качестве платформы для консолидации совместных усилий на аральском направлении, развивая деятельность по созданию международно-правовых основ решения аральской проблематики. В мае 2021 года в рамках очередной сессии экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана Туркменистан представит первоначальный проект концепции и структуры будущей специальной программы по Аралу. Призываем все государства, заинтересованные международные организации, к обсуждению этих документов. Уважаемые участники, нынешняя сессия Генеральной Ассамблеи проходит на фоне сложных и болезненных явлений, связанных с эскалацией военно-политического соперничества, которое мы, к сожалению, наблюдаем сегодня в мире. Оценка этих событий, их
Следственных связей может быть различно, но очевидно одно. Они негативно влияют на общую международную обстановку, размывают основы глобальной архитектуры безопасности, затрудняют осуществление экономических, торговых, гуманитарных связей. Существует опасность распространения зон конфликтогенного потенциала, разрастания очагов напряженности, вовлечения в различные формы противостояния все большего числа участников. Особую озабоченность вызывает проявляющееся в последнее время пренебрежение международным правом. Сложившаяся ситуация необходима консолидация усилий, направленных на укрепление роли международного права, многосторонних правовых инструментов существующих системы глобальной безопасности, неукоснительное соблюдение всеми странами общепризнанных норм, вытекающих из Устава ООН. Только так можно будет сохранить стабильность и предсказуемость в мировой политике, снизить риски возникновения конфликта. Одним из путей достижения этой цели является восстановление доверия в международной политике, утверждение культуры уважительного диалога. Как известно, в сентябре прошлого года Генеральная ассамблея ООН по инициативе Туркменистана приняла резолюцию об объявлении 2021 года годом международного мира и доверия. В свете выполнения положений этого документа Туркменистан выступает с инициативой проведения в следующем году Международного форума мира и доверия. Убеждены, что он будет способен дать мощный импульс конструктивному и уважительному многостороннему диалогу по самым актуальным темам современной глобальной повестки. Уважаемый господин председатель, в нынешнем году Туркменистан отмечает знаменательную дату своей современной истории. 25-ю годовщину с момента закрепления 12 декабря 1995 года за нашей страной международным сообществом в лице ООН статуса постоянного нейтралитета. Вот уже четверть века нейтралитет является для Туркменистана одной из основ его государственности, проводимой им внутренней и внешней политики. Принципы нейтралитета, его ценности и мировоззрения доказали свое полное соответствие национальным интересам нашей страны, целям и задачам Организации Объединенных Наций. Закономерно, что в феврале 2017 года Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций единогласно при соавторстве значительного числа государств, членов, провозгласила 12 декабря Международным днем нейтралитета. Нейтралитет Туркменистана – это призыв и создание условий для равноправного, уважительного и взаимовыгодного международного партнерства в политике, экономике и в деле защиты окружающей среды, в обеспечении всеобщей продовольственной безопасности, справедливого и эффективного распределения природных ресурсов планеты, поддержки и помощи беженцам, мигрантам и лицам без гражданства для решения многих других актуальных проблем современного мира. Нейтралитет Туркменистана – это высокая миссия миротворчества, готовность нашей страны посредством мирных политико-дипломатических средств и методов участвовать в решении всех вопросов, возникающих как в глобальном и региональном измерениях. Важнейшая функция и неотъемлемая часть нейтралитета Туркменистана – это превентивная дипломатия. Глубоко символично, что именно в столице нейтрального Туркменистана решением Генеральной Ассамблеи и при поддержке государств-соседей и членов Совета Безопасности в 2007 году был учрежден региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии. Следуя логике своей нейтральной политики по обеспечению
регионального мира, безопасности и развития, последовательному раскрытию потенциала превентивной дипломатии в рамках предстоящей сессии Туркменистан намерен предложить Генеральной Ассамблее рассмотреть проект резолюции «Роль регионального центра по превентивной дипломатии для Центральной Азии. Мир, безопасность и развитие Центральной Азии напрямую зависит от урегулирования ситуации в Афганистане». Позиция Туркменистана здесь принципиально и неизменна. Переговорному процессу альтернативы нет. Весь предыдущий опыт показал, что силовые методы не имеют перспектив и не способны привести к согласию и примирению. Как нейтральное государство и непосредственно сосед Афганистана, наша страна готова обеспечить на своей территории необходимые политические и организационные условия для налаживания мирного диалога между правительством Афганистана и всеми сторонами, заинтересованными в политическом урегулировании ситуации в Афганистане. Считаем также, что ключевым условием политической стабилизации, экономического и социального восстановления Афганистана, его успешной интеграции в мирохозяйственные процессы выступает реализация крупных инфраструктурных проектов с афганским участием и в первую очередь в таких жизненно важных сферах, как энергетика, транспорт и коммуникации. Последовательная работа в этом направлении наша страна, как известно, инициировала строительство газопровода по маршруту Туркменистан, Афганистан, Пакистан и Индия, а также железнодорожных веток, линий оптико-волоконной связи с выходом на территорию Афганистана, которые уже вступили в стадию практической реализации. Призываем международное сообщество, бизнес-структуры, финансовые институты к более активной вовлеченности в эту работу. Уважаемые участники, для нашей страны ООН была и останется важнейшим приоритетным партнером. С духом и буквой устава ООН мы сверяем все свои шаги на международной арене. И сегодня, в год 75-й годовщины создания Организации Объединенных Наций, Туркменистан ответственно заявляет о своей непоколебимой приверженности великим идеалам, заложенным в ее основании. Убеждены, что идеалы, ценности и принципы ООН сохранят свою актуальность. Организация Объединенных Наций была, есть и должна оставаться единственной международной организацией, обладающей универсальной легитимностью. Туркменистан твердо верит в будущее. ООН продолжит укреплять и наращивать стратегическое партнерство с этой организацией, внеся тем самым свой вклад в раскрытие ее неисчерпаемого потенциала в интересах всеобщего мира, безопасности и прогресса. Благодарю за внимание. От имени Генеральной Ассамблеи благодарю президента Туркменистана за сделанное заявление. Hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Janab Aleksandr Lukashenko Belarus Respublikasynyň prezidentiniň wezipetine girişmegi münasibetli gutluk hatyny iberdi. Döwlet başlanymy öz gutlugyny Belarusyň ähli halkyna parahatçylyk, güllep, ösüş we rowaşlyk arzu etdi. Şu günler garaşdyrlyk bayramynyň şanly 29 ýyllygyna başlanan alma amalatlara giňgerim berliýe. Garaşdyrlyk ýyllaryna hormatly prezidentimiziň el-ýurt bähidine gönükdirilen özgertmeleri netijesinde ähli ukurlarda gazalanan ösüşler maslahatlarynda diňlenen çykyşlaryň özünni düzdi. Mukaddes garaşdyrlygymyň 29 ýyllyk şany teneti münasibetli ýurdumynyň çar günjünde geçirilen alma malumatlarda çykyş edenler döwlet ötüşiniň möhüm ugurlary barada fikrdaşdylar.
Məlim oşyaly ata-babalarymyzyň enşamatyr eden arzuwlarynyň hasyl bolandygynyň güwätine urulan garaşdyrlyk döwletimiziň berqararlygynyň, halkymyzyň agzybirliginiň we jewitliginiň sarsmaz binýadydyr. Yurt garaşdyrlygynyň 29 ýyllyk toýunyň ullan toýlanýan ýylynyň döwletimiziň bitaraplyk derejesine eýe bolmagynyň 25 ýyllygyna gabat gelmegi bu şany senäniň ähmiýetini hasam dawralandyrýar we halkymyzyň kalbyny watanymyza gowunç uýsunç duýgularyny artdyrýar. Çeyrek asır wagt bäri asudalygyň, paragatçylygyň, ösüşliň mekany bolan watanymyz halkara gatnaşyklaryna hemişilik bitaraplyk hukuk ýagdaýyny berk eýerip, dünýä ýüzünde dostlugynyk ýörelgelerini, hoşniýetlik goňşulyk gatnaşyklaryny pugta ýola goýdy. Halkymyzyň milli bähwitlerini berqarar döwletimiziň daşary syýasy ösüşi ugurlaryna dogry laýyk gelýän ýörelgeleri münasip derejede dowam etdirmek arkaly garaşdyr hemişilik bitarap döwletimiň dünýä ýurtlary, halkara we sewit guramalary bilen paragatçylygyň we alalaşygyň pugtalanmagy üçin tagallalary birleşdirmekde özara düşünşmäge hem-de ynanşmagy esaslanýan gatnaşyklary ýygyderli ösürmekde işçiň hereket edýär. Garaşdyrlyk ýyllar içinde gazanlan ötüşlerimiz, yetilen belen tepkitler, mehriban arkadagymyzyň peşkeş beren berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň bagtyar raýatlarynyň, mehriban arkadagymyz bilen jewitliginiň durmuş hakykatydyr. Çünki şeýle belent derejeli döwletde azaýyp zamanada bagtyarlyň goýunyna ýaşamaň özi ullukan bagtdyr diýip matlagatlarda çykyş edenler bellediler. Kimem döredilýän ähli şertler üçin, halky hakyndaky ägir ula aladalar üçin mehriban arkadagymyza alkyş we hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Şanly garaşdyrlygymyzyň 29 ýyllyk bayramçylyk münasibetli Amankekel Fannak Moğolmçylyk Mektebine Türkmenistanyň Gyzyl Ýarmay milli jemgyýetiniň guramagyna Türkmenistanyň döwlet garaşdyrlygy berqarar watanymyzyň sarsmaz binýadydyr atly aýdym taýly bayramçylyk dawrasy geçirildi. Ol uly ruh welentlige betlenip, işçiň käfiýeti bilen tapawutlandy. Döwlet Mehmet Azada adyny Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutyna Türkmenistanyň daşary ýurt dillerini okutmak kämilleşdirmek konsepsiýasyny durmuşa ornaşdyrmak çäklerini, sanly bilimin gazananlaryny esaslanyp daşary ýurt dilini öwretmeň täze we netijeli usullary arkaly geçirilen çäre işçiň käfiýeti betlendi. Häzirki günlerde geçirilen ýarşlar türkmen türgünleriniň tejribesiniň artmagyna ýardym edýär. Ýokary gurumçylygy eýe bolan sport bätleşikleri milli we halkara oýunlaryna taýýarlygyny öz boşlugyna tapgardyr. Türkmenistanyň Döwlet Lokmançylyk Uniwersitetinde biýokary okul mekdebiniň topary bilen Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň voleybolçylarynyň arasyna ýörleşik duguşy geçirildi. Jogapkärli duguşda ýokary netijeleri gazanmagyň esasy wezipä öwünmegi ýaşlaryň çekilişlik häsiýetini üpjün edýär. Talipleriň arasyndaky ýaşlar hünärmenlerde uly gyzyklanma döretdi. Oýunlar ussatlar ýüze çykarmaga mümkinçilik berýär. Duguşlaryň her biri täzimçileriň üns merkezine boldy. Voleybolçylaryň maksady her bir oýunny ýeňiş gazanmakdan ibaratdyr. Ahlas, erjelik, belin tepkitleriň başlangyjydyr. Şu häsiýetleriň voleybolçylara mahsus bolmagy gowundyryjydyr. Öz başy taýýarlygy bolýan duguşlar milli ýygnymyzyň düzümi üçin täze oýunçylary kesitlemäge ýardym eder. Şoňly çykyş etmek toparlar üçin zerur bolup durýar. Bu ýagdaý her bir duguşyň gyzykly häsiýete beslenmegini üpjün edýär. Oýunlar türkmen voleybolçylarynyň ussatlarynyň kemalige ýanyny görkezýär. Ýaşda ýokary netijeleri gazanmak boýunça tejribeleriň öwrenilmegi aýratyn billäliklidir. Ol ýeňse tarap öz boşly bagdaladyr. Ýurdumyň sport we ýaşlar täzeti ministrliginiň meýilnamasy esasyna geçirilýän ýaşlar üstünliklere beslenýär. Ozhan adyny Injener Tehnologiýalar Uniwersitetinde giňgerimde ýaýwananylan sport bäsleşiklerim ussatlaryň kemalige ýanyny äşkar etdi. Şeýle sport bäsleşikleri döwlet serhet gullugy tarapyndan geçirildi. Onda serhetçi türgenler özlerinin köptür başlanıklarını orkadmaga doğal mümkünçlük alırlar. Aşağı sport ve ýaşlar täzeti baş müdüriniň guramagyna geçirilen sport bäsleşikleri işçiňligi bilen tapatanyp, türgenleriň ukypdyr başlanıklarynyň artýanyny görkezdi. Ýaşlaryň ýygydaly häsiýetde geçirilmegi, berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne, mehriban akademiyanyň ýol başlygyna, sport ulgamyna anyp bolýan äger türlü işleriň aýdyn sultanamatdyr. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabat şäherine şuny 23-nji sentýarda saat 20-den 24-nji sentýarda saat 20-çe boljak hawa barada Türkmenistanyň Howama ulmatlygynyň berýän habary bilen tanış boluň.
Balqan vilayetine azken bulutlu hava olup, Demiradık'ın oradan teyli sekundda 8-13 metre etken şimal ötür. Hava gecetine 15-20 gradus gündüzüne 26-31 gradus maylı olur. Ahal vilayetine az bulutlu hava olup, günü oradan teyli sekundda 7-12 metre etken şimal ötür. Hava gecetine 11-16 gradus gündüzüne 24-29 gradus maylı olur. Mara vilayetine az bulutlu hava olup, Demiradık'ın oradan teyli sekundda 7-12 metre etken şimal ötür. Hava gecetine 9-14 gradus gündüzüne 22-27 gradus maylı olur. Leva vilayetine az bulutlu hava olup, Demiradık'ın oradan teyli sekundda 8-13 metre etken şimal ötür. Hava gecetine 8-13 gradus gündüzüne 22-27 gradus maylı olur. Daşun vilayetine az bulutlu hava olup, Demiradık'ın oradan teyli sekundda 7-12 metre etken şimal ötür. Hava gecetine 9-14 gradus gündüzüne 21-26 gradus maylı olur. Paytahtymyz Aşgabatda az bulutlu hava olup, günü oradan teyli sekundda 8-10 metre etken şimal ötür. Hava gecetine 13-15 gradus gündüzüne 26-28 gradus maylı olur. Yurdumuz boyunça sentýar aýynyň 24-üne magnetik hadisesiniň gowşup täsirli bolmagyna garaşylýar. Ediz watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümine tozan bölejikleriniň möçöriniň kadadan 15 götürüm artmak bilen baglanşykly howa şertleriniň adam bedenine getirýän oňaýsyz täsirleriniň öňüne almak üçin ağız burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýär. Mehriban ýeşler, bu düzgünleri berip berjek isleňiz gelen eslenmek paslaryna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşleri beklenýär. Ähli ösüşlüň özününde bolsa halkyň behridi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.